Мой творческий путь начался с самого детства. С самого детства я рисовала. В начальной школе я поучаствовала в конкурсе детского рисунка и заняла первое место. После этого мои родители разглядели во мне потенциал и отдали меня учиться в художественную школу. Сейчас я учусь в Крымском инженерно-педагогическом университете на факультете истории искусств и крымско-татарского языка и литературы. Учусь я на 5-м курсе. Учение тут тоже дало мне много опыта, много знаний. У нас на факультете учатся очень много интересных людей. Интересно наблюдать за картиной и понять, что хотел передать художник, и почувствовать, может быть, его эмоции в момент написания самого полотна. Это очень интересно. Очень интересно брать для себя какие-то новые, может быть, техники, посмотреть, какие-то, может, новые цвета и переносить и внедрять в свое искусство. Очень люблю гулять по парку и люблю смотреть на листву, как солнечные лучи пробираются сквозь нее, и листва приобретает очень красивые тона, цвета. Когда я вижу такие интересные цвета, я сразу представляю перед собой палитру и думаю: о, этот цвет мне пригодится в последующем моем пейзаже, и уже внедряю какие-то интересные цвета из, можно сказать, природы себе на произведение. Я хочу, чтобы мои картины были живые, чтобы они несли с собой свет и вот эту сочность, которую мы видим в нашей природе. Я очень люблю смешивать техники, и мне кажется, это порой бывает даже смело и выходит за рамки академизма. Часто я пользуюсь акриловыми красками, гуашью, и смешиваю их с какими-то графическими материалами, с карандашами, с пастелью, с углем. Это очень интересно смотрится, такая взаимосвязь фактур. Например, графические материалы, они зачастую создают такую шероховатость, и мне это очень нравится. Я считаю, что нужно экспериментировать, и творчество требует смелости. Я родилась в Крыму, в Симферополе. Мне очень нравится этот город. Немаловажно для художника найти то место, которое будет тебя вдохновлять. Симферополь — это такой оживленный город. Я не могу надолго уехать из Симферополя, тянет назад. Конечно, родные места. Родина питает. Вдохновение я черпаю из общения с людьми, с красивой природы. Очень люблю красивую музыку. Одна из моих любимых исполнительниц — это Сабрия Реджепова. Когда я рисую, у меня на фоне зачастую играют ее композиции, ее голос, и он вдохновляет меня на создание чего-то своего, родного, крымско-татарского и колоритного. Мне очень нравится, что в крымско-татарской культуре богатая символика, и каждый символ несет свой определенный смысл. Например, тут изображен гранат, нар. Это символ плодородия, изобилия. Тут мы видим изображен тюльпан, это символ молодого юноши. Тут тоже наблюдаем тюльпан, и вокруг него маленькие листочки, различные веточки. Это как маленькие, небольшие составляющие хорошей, успешной жизни. Культура — это наивысшее достояние народа. Чтобы сохранить нашу культуру, многие, а в идеале каждый, должен нести свой, хоть и небольшой, но вклад в развитие культуры. Да, сначала это будет казаться как что-то незначительное, как капля в море, но и море состоит из 1000 капель. И так вот эти все маленькие вклады, части, они в совокупности могут
образовать что-то большое, что-то красивое, в частности, наше большое богатое наследие крымско-татарского народа.